Несмотря на то, что на дворе уже 21 век, сегодня вполне возможно встретить людей, которые прекрасно владеют щитом и мечом. Это члены клуба исторической реконструкции «Бобровый гон», хранители и активаторы глубинной памяти. Для людей, занимающихся исторической реконструкцией, одним из важнейших источников являются археологические находки. В Краеведческом музее города Троицка находятся экспонаты VI века до нашей эры, найденные при раскопках кургана Бобровка-4. Они и послужили важным звеном в работе над комплектом воина-кочевника, жившего на территории Южного Урала. Если мы посмотрим на то, что представляют из себя археологические эти находки, это просто кусочки ржавого металла, кусочки бронзы, которые по отдельности не несут никакой информации. Чтобы создать вот этот комплект воина VI века до нашей эры, предположительно Сака, нам нужно было перешерстить огромное количество других археологических изысканий, более хорошо сохранившихся в других районах, например, на Алтае или в Северном Казахстане, потому что народы тогда не знали наших границ, жили совершенно другими понятиями и другими границами. И поэтому на основании археологических находок по Бобровке-4, на основании различных амударьинских кладов, на которых сохранились на изобразительных источниках образы этих воинов-саков, Персипольская стена, на котором тоже изображены саки, мы и создали этот собственный комплект воина, который был захоронен в области поселка Бобровка. Реконструкторы ориентируются в первую очередь на средневековые ремесла. Профессионально воссозданные доспехи, одежда и быт позволяют абсолютно точно продемонстрировать то, как жили люди в то далекое время. Реконструкцию сам я пришел из кузнечного дела, то есть начинал исследовать различные техники, методики, которые были характерны в работе наших предков, именно в работе с железом. А потихоньку потом познакомился с другими реконструкторами в нашем регионе и уже увлекся непосредственно реконструкцией. Сейчас больше даже занимаюсь не столько железками, сколько именно созданием костюма и поиском источников, археологии и всем остальными вещами. Хобби не забросил, то есть все вещи, которые мы делаем в плане металлических предметов, утвари, каких-то ножей, сковородок, то мы их делаем в основном своими руками, то есть не покупаем. Естественно, что есть и рынок таких предметов, но мы все делаем сами, как, собственно говоря, это происходило в Средневековье. Трудно сказать, что было на территории нынешнего Троицкого района в VI веке до нашей эры. Но то, что на ней обитали кочевники, разводили и перегоняли скот – это факт, подтвержденный археологией. В данном случае недалеко отсюда, под поселком Бобровка, был найден, скажем так, захоронение сакского воина VI века до нашей эры, народности, которая была распространена от Южного Урала и до Алтая. И самый интересный из интереснейших вариантов этого народа, который потом, чуть жил попозже, но тоже носитель той же культуры, это так называемая пазырыкская культура, о которой, наверное, многие слышали, принцесса Укок и так далее, которая отлично сохранилась, захоронения отлично сохранились за счет вечной мерзлоты, которая там на высокогорье, сковав все льдом, сохранила до нашего времени. Интересно было для нас это как раз реконструировать местное, это население VI века, этих самых саков. То есть это был новый для нас исторический опыт. В данном случае, конечно, работы было проведено немало в плане изысканий различных источников. Множество есть археологических находок, именно текстиля, по которым мы ориентировались, реконструируя данный костюм. Это классическая запашная куртка, которая прошла вплоть до раннего Средневековья и осела даже у скандинавов, которая по рисункам могла быть как из шкур животных, так и из шерсти. Это классические штаны, или брюки, не знаю, как их правильно назвать, которые были только у кочевников, и нужны они, естественно, были им для того, чтобы ездить на конях. Естественно, что у цивилизованных народов, греков, римлян того времени никаких брюк не было. А у наших, скажем так, людей, которые жили здесь, на территории Урала, брюки уже были, штаны. Это удобная мягкая обувь, которая, по сути, представляет из себя кожаные чулки. И именно для того, чтобы держаться на стопе, она крепилась специальными полосочками из кожи.
Можно увидеть, кажется, не совсем специфическую рубашку, да, которая как бы выбивается из костюма. Но рубашка тоже сделана по источникам. Эта рубашка датируется 5 веком до нашей эры, и источник на нее, и которая полностью найдена из хлопка в 5 веке до нашей эры в Пазарыкском кургане. Ну, естественно, она вот по моде того времени, скорее всего, с религиозными какими-то соображениями, была обшита красной шерстяной тесьмой по рукавам, по всем швам и по вороту. Каждый кочевник того времени был воином, защищал свою территорию, поэтому в захоронениях часто находят оружие. Про оружие кочевников, проживающих на территории Южного Урала, можно сказать, что оно было типичным для всех народов от Алтая, Северного Казахстана и у нас здесь, и вплоть до Босфора, то есть вплоть до Причерноморья, тех самых скифов, о которых потом будут писать греки, с которыми взаимодействовать и воевать. Так называемый топор чекан или топор клевец, значит, небольшой топор, который мог иметь классическое навершие, как у топора, да, с длинным зубом, с длинным, скажем так, пробойником, который пробивал доспехи. Чеканы, они полностью сохранились в неизменном виде до X века, и более в позднем средневековье, уже в эпоху рыцарства, точно практически такую же неизменную имели форму в виде боевых молотов. Еще одно известное оружие средневековья – акинак, или короткий кинжал, средняя длина которого составляла 20-25 сантиметров. Он сделан как раз по тому источнику, по тому кинжалу, остатки которого мы видели в музее. Она имела вот такое вот различные или бабочковидные, или вообще поперечные гарду и различные виды, вот по которым, собственно говоря, их атрибутируют задника. То есть вот так он удерживался в руке, и наносили, скорее всего, им только колющие удары из-за щита. Вот в данном случае это реконструкция, то есть чем она, по сути, макет того оружия, то есть оно не заточено, чтобы у нас не попасть под уголовное законодательство, но полностью как бы повторяет все элементы того оружия. Ножны сделаны, ну это полная реконструкция, то есть она сделана в основном по изобразительному источнику, то есть это ножны с Персипольской стены, на котором вот эти вот саки, собственно говоря, идут, и на поясе каждого из них висит такой акинак в подобных ножнах. Есть более сложные варианты, но в данном случае в нашем могильнике Бобровка не сохранилось никаких металлических изделий, а значит их не было, то есть которые бы вот эти были на ноже. Значит, скорее всего, они были полностью или из кожи, или полностью из дерева и кожи. Ну, что я, собственно говоря, и повторил, повторяя форму того изображения, которое мы имеем и на стене, и на амударинских этих пластинах золотых, на которых тоже изображены саки. Интересная особенность захоронения древних саков – это бронзовое зеркало с кинжаловидной рукоятью. Оно встречается только в мужских захоронениях знатных воинов. Наши историки, которые занимаются нашими саками, нашими уральскими и североказахстанскими, они говорят, что это было характерно только для воинов, и, скорее всего, это зеркало нужно было для того, чтобы в степи подавать им какие-то знаки друг другу на большом расстоянии. Может быть, была даже какая-то специальная это. В наших захоронениях написано, что зеркало это хранилось на поясе воина в специальном кожаном футляре. Ну вот по захоронениям пазарыкским я сделал специальный кожаный футляр для этого. Значит, ну, кое-кто меня критиковал из московских этих историков, говоря, что, возможно, это было не мужское зеркало, а женское, и это зеркало было как подарок посмертный этому воину. Но, как бы, во-первых, оно всегда шло вместе с кинжалом, то есть и по некоторым данным даже наших уральских историков, в некоторых захоронениях они даже как бы, ну, находятся в одних ножнах, зеркало и кинжал. Скорее всего, это признак какого-то, ну, воина, и служил он для каких-то утилитарных целей, понятно, а не для того, чтобы смотреться в него. Основным вооружением кочевников были лук и стрелы. В планах клуба изучить технологию и воссоздать данное оружие. Но мы к этому двигаемся постепенно, я думаю, мы сделаем что-то подобное, типа скифского лука.
И тогда комплект вооружения будет уже у нас полный. Самое интересное, что сохранился полностью сохранившийся кожаный пояс скифский из захоронения, не скифский, а пазырыкский, из захоронения Гилева-10. Есть предположение, что пояс состоял из нескольких кожаных шнурков, которые соединялись в единое целое специальными скобами. Различные вот эти бронзовые элементы, которые вы можете видеть на стене в музее, здесь как раз расположены так, как они были на самом поясе. Спутник любого воина, имеющего оружие, это заточной камень, который практически во всех захоронениях найден на поясе, то есть они его носили постоянно с собой. Вот такой интересный комплекс. Естественно, там мы еще не добавляем различные наконечники копий, но, к сожалению, в нашем захоронении их не найден, но, тем не менее, у этих воинов они были. Можно интерпретировать там остатки, разрушенные железные остатки, как наконечник копья, но не найдено не было. Вот наш принцип реконструкции. Как гласит русская народная поговорка, один в поле не воин. Дружной командой члены клуба исторической реконструкции готовятся к фестивалю «Южный рубеж», который состоится 19 августа в Троицке. Воссоздают предметы материальной культуры по технологиям раннего Средневековья, публикуют результаты в социальных сетях, проводят полевые испытания. Среднестатистический скандинавский щит. Ни больше, ни меньше. В центре можете видеть металлический умбон. Он необходим для того, чтобы защитить руку владельца от ударов по щиту. Как видите, этот щит у нас бывалый, уже слегка поломанный. Толщина щита представляла собой от 8 до 10 миллиметров. То есть, по сути, от прямого удара того же топора, либо мощного удара копья он спасал достаточно слабо. В основном щиты использовались для того, чтобы защищать от стрел, либо от метательных копий противников. Формат «Живая история» подразумевает глубокий и научный подход к изготовлению военного снаряжения того времени. Ножи, мечи, топоры, копья и даже шлемы. Важна каждая деталь. Знаменитые рогатые шлемы викингов, да? На самом деле это не шлем викингов, но тем не менее чуть-чуть рогатый. Шлемы были также далеко не у всех воинов. В основном это предназначалось для защиты более богатых, более знатных воинов, военачальников. Можете обратить внимание на такой элемент защиты, как бармица. Знаменитое кольчужное плетение, клепанная кольчуга. То есть данные кольца у кольчуги полностью, каждое кольцо делается из отдельного куска проволоки, пробиваются два отверстия, затем эти два отверстия сводятся в кольцо, вернее, проволочка сводится в кольцо отверстиями, и каждое отверстие проклепывается клепкой. Именно такая технология применялась в реконструируемую эпоху, соответственно, 10-11 век. Есть, конечно, находки, когда там часть колец между собой сварены специальной кузнечной сваркой, но в данном случае полностью из клепанных колец. Энтузиазм членов клуба заразителен. Реконструкторы дают всем уникальную возможность прикоснуться к седой старине и ощутить себя свидетелем исторических событий, без детального знания которых невозможно патриотическое воспитание.